Мы находимся в лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов имени доцента Слепцовой Сарданы Афанасьевны. Я являюсь ведущим научным сотрудником и заведующим лабораторией. В учебно-научно-технологической лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов разрабатываются новые технологии и материалы для получения морозостойких полимерных композитов антифрикционного и герметизирующего назначения. Лаборатория принимает участие в подготовке кадров в области полимерного материаловедения. Наша лаборатория занимается разработкой различных морозостойких материалов на основе резин и термопластов, таких как политетрафторэтилен и сверхвысокомолекулярный полиэтилен. А также начинаем работать в области химической медицины. Это у нас разработка дермальных эквивалентов, то есть для кожи, для ожогов, и также биоразлагаемых штифтов и эндопротезов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. А также разрабатываем тренажеры для наложения швов, учебные тренажеры на основе силикона. Морозостойкие резины у нас пользуются большим спросом, так как наш климат подразумевает низкие температуры, высокую влажность. И технике нам нужны резины, которые выдерживают до минус 60 градусов Цельсия. И наша лаборатория именно разрабатывает такие резинотехнические изделия на основе различных каучуков. Мы ежегодно публикуем около 3 патентов. Наши патенты и разработки выигрывают в различных выставках. Например, мы получили медали серебряную и бронзовую в выставке «Архимед», а также в 2015 году наш патент вошел в список одних из наиболее значимых разработок России. В нашей лаборатории проходят практику студенты, магистранты, аспиранты. Они здесь разрабатывают свои рецептуры. Студенты у нас становятся лауреатами и стипендиатами различных конкурсов. Каждый аспирант у нас является стипендиатом правительства Российской Федерации и президента Российской Федерации. Их разработки очень актуальные на данный момент. Наше направление арктическое материаловедение и химическая технология входит в перечень приоритетных направлений науки Российской Федерации. Поэтому очень актуально работать в нашей сфере. В нашей школе открыли такой экспериментальный класс, где химию начали учить уже с 5 класса. И к нам пришел молодой учитель сразу после университета. И ее звали Раиса Андреевна. И она очень интересно преподавала. И я очень вдохновилась и решила, что буду поступать в химическое отделение. И я смогла поступить в наше отделение. У нас очень сплоченный коллектив. Мне понравилось, и я дальше осталась в аспирантуре учиться. Будучи аспиранткой, я по совместительству работала специалистом в нашей кафедре. И после защиты диссертации в 2019 году в городе Казань я уже стала научным сотрудником нашей лаборатории. И сейчас я заведующая лабораторией. Наукой заниматься очень интересно. Это, с одной стороны, и как бы творческая деятельность, с другой стороны, это нужно аналитический склад ума, много читать надо, искать информацию.
И молодежь наша, смотря на наших научных сотрудников и наших профессоров, думаю, что вдохновляются. И сейчас очень много различных научных направлений. В нашем отделении, например, есть 2 направления аспирантуры. Это материаловедение и химическая технология. Каждый год у нас, получается, студенты интересуются поступлением в аспирантуру, но иногда у нас бывает не так много мест, поэтому они ждут следующего года, чтобы к нам поступить. Наша Айталина Алексеевна — это как готовить что-то. Например, мы добавляем сколько-то какого-то ингредиента и так далее, пластификатора, отвердителя. И получается это как выпечка. Потом мы все это прессуем, потом в различных печах спекаем и так далее. То есть это тоже как бы с другой стороны, как говорит Айталина Алексеевна, еще раз повторюсь, это как готовка, творческий процесс, можно сказать. Очень много, я знаю, наших выпускников становятся кондитерами, что сейчас очень распространено в нашем городе. И не только.